Сегодня здесь проходит семинар для специалистов по грузоперевозкам в США и логистике. Сфера узконаправленная, тем не менее многим будет интересно узнать об этом направлении бизнеса. Чем занимаются диспетчеры, как получить перспективную работу и, наконец, как связаны Кыргызстан и траки, которые везут грузы в Америке. Главная цель сегодняшнего мероприятия – это проведение ежемесячной встречи нашей ассоциации, Кыргызско-американской ассоциации по развитию аутсорсинга на рынок США. Основная цель – развить наше комьюнити, сделать так, чтобы мы были сообща, наши логистические компании в Кыргызстане работали и поднимали наши услуги на уровень выше. Организатором конференции стала компания iTeam Group, головной офис которой находится в Чикаго, США. Но есть и бишкекское отделение. В США компания помимо прочих сфер занимается грузоперевозками. А вот как раз кыргызстанский филиал осуществляет диспетчерскую и логистическую поддержку американских траков. Наша компания называется iTeam Group. Это консалтинговое агентство. Мы занимаемся всем на самом деле, все, что связано с логистикой, грузоперевозками. Наш основной офис находится в Чикаго, и, соответственно, здесь мы предоставляем услуги как аутсорса. Мы работаем полностью с Америкой. У нас есть диспетчера, у нас есть сейфти-менеджера, логбук. Мы диспетчерируем компании, водителей, которые ездят в Америке, по разным штатам. Мы находим им грузы, и мы следим за безопасностью. Помимо грузов еще необходимо иметь страховку, иметь какие-то правильные документы. То есть мы помогаем полностью от А до Я совершить перевоз груза. Владелец iTeam Group Тимур Теленов. Можно ему заочно поаплодировать где-то там, в Чикаго, он услышит наши мысли. Спасибо каждому, кто ушел и уделил время, свой воскресный вечер, для того, чтобы узнать немножко больше о траковой индустрии и о том, как мы взаимодействуем между Кыргызстаном и США. За последние пару лет компаний по предоставлению диспетчерских услуг в сфере траковой индустрии в Кыргызстане стало очень и очень много. Спрос родил предложение. Но, к сожалению, как это часто бывает, качество этих услуг стремительно падало, ровно пропорционально росту количества таких компаний. В итоге мы начали замечать то, что многие компании в США стали избегать специалистов из Центральной Азии. Стало очень много ребят, которые повелись на байки о том, что можно закончить за неделю курсы диспетчера или сейфти, или логбук, любые курсы, и зарабатывать баснословные деньги, работая на другую компанию. Стоит только приврать о своем опыте, и стоит только приукрасить свои знания. И вот такой коалиции, ассоциации больших траковых компаний и больших сервисных компаний на территории Бишкека мы решили ситуацию исправить и избавиться от гнилых яблок в нашей корзине и снова вернуть к нам свое уважение. Как сказал Тимур Теленов, сфера эта перспективная, однако весьма сложная. Именно поэтому полезно проводить подобные встречи, чтобы повышать уровень предоставляемых услуг. Для этой цели также была создана Кыргызско-американская ассоциация компаний, работающих в этой сфере. Основная цель наша – развить количество, качество. Первоначально мы хотим поработать с членами ассоциации в том направлении, чтобы улучшить наше качество, чтобы оно конкурентоспособное было. После этого мы хотим уже выходить на новые рынки, захватывать новые рынки штатов. И цель ассоциации до 2028 года 5000 сотрудников. Сейчас пока что на рынке 1000, и вот мы объединенно, консолидированно хотим прийти к этим результатам. Смотрите, в мире в первое место, конечно, занимает Индия по аутсорсингу. Там вообще 67% всего мирового аутсорсинга там. Именно в траковой сфере больше Восточная Европа. Это Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша. Мы по Средней Азии даже не на первом месте. На первом месте Узбекистан идет. Он намного раньше вошел на рынок. И буквально у нас в Кыргызстане лет 5, наверное, как это развивается. Конкурентное наше преимущество в том, что наши ребята, в отличие от Индии, не имеют такого сильного акцента.
у наших ребят есть этика общения. По-любому вот это воспитание, образование. В первую очередь это то, что мы обеспечиваем рабочими местами наших, получается, ребят, те, которые здесь учатся, имеют хорошее образование, также имеют уровень очень хорошего английского языка. То есть по квалификации ничем не уступает сотрудникам в Америке. Поэтому мы очень даже за поддержать наших ребят здесь, которые вот только закончили университет, да, и так далее. Ну, то есть здесь нужен такой базовый пакет для того, чтобы начать работать в этой сфере. Достать телефончики, отсканировать QR-код. Safety Logbook EALD – понятия для обывателя неизвестные, зато специалистам они хорошо знакомы. Например, когда на семинаре проводили своего рода квиз с вопросами из этой сферы, то правильные ответы были почти стопроцентные. Тем не менее, победителей все же выбрали, и лучшим достались классные призы. Да! AirPods! Классно же! Спасибо. Семинар прошел очень удачно. Так в неформальной обстановке получилось и обсудить важные вопросы, и познакомиться с коллегами, и выработать какие-то важные алгоритмы в работе. Другими словами, повысить качество своей деятельности. Медиапартнером семинара стало представительство телеканала ТВ1 KG в Чикаго, USA TV KG. Татьяна Джамалова, Дмитрий Галькевич. Специально для ТВ1 KG.